У этой женщины есть миссия. Она не мусульманка. Ее мусульманская одежда — это маскировка. Ее миссия состоит в том, чтобы мусульмане знали, что написано в Коране, потому что, по ее словам, если бы больше мусульман знали, что написано в Коране, больше людей покинуло бы ислам. Итак, друзья, добро пожаловать обратно на канал. Это видео непростая тема для обсуждения, но чем больше я вникаю в нее, тем больше убеждаюсь, что мне нужно затронуть ее. В нем рассказывается история женщины, которая выросла мусульманкой, но затем оставила ислам после того, как сама прочитала Коран. Я сделаю несколько пауз, чтобы либо добавить немного контекста, либо процитировать Коран напрямую. Давайте посмотрим. Мона Уолтер приехала в Швецию из Сомали в качестве беженки войны, когда ей было 19 лет. Она говорит, что была в восторге от того, что присоединилась к современной европейской стране с равными правами для женщин. Но, будучи молодой мусульманкой, она столкнулась не с такой Швецией. На самом деле, по ее словам, именно в Швеции она впервые столкнулась с радикальным исламом на ежедневной основе. Я открыла для себя ислам здесь, в Швеции. Сомали, вы просто мусульманин. Вы просто родились в мусульманской стране, не зная Корана. Но когда вы приезжаете в Швецию, вы идете в мечеть, и там есть Коран. Поэтому нужно прикрываться, чтобы быть хорошей мусульманкой. Уолтер говорит, что выросла в Сомали и никогда не читала Коран. Так что я не понимала, частью чего я являюсь. Я не знала, кто такой Мухаммед. Я не знала, кто такой Аллах. Поэтому, когда я узнала, я сильно расстроилась. Мне было грустно, и я была разочарована. Она говорит, что обнаружила, что Аллах — это Бог, который ненавидит, и что ислам не является религией мира. Это религия ненависти и убийства тех, кто не согласен с исламом. Это религия завоевания. Мухаммед был безнравственным человеком. Это был кровожадный человек. Это был ужасный человек. И вы можете прочитать об этом в его биографии, о том, что он делал с евреями, как он насиловал женщин, как он убивал людей. Я имею в виду, он убивал всех, кто был с ним не согласен. Обескураженная, она оставила ислам и стала атеисткой, пока однажды родственник семьи не посоветовал ей почитать Библию. Она до сих пор помнит, как впервые прочитала Евангелие от Матфея, главу 5, стих 44, где Иисус говорит любить своих врагов и молиться за тех, кто преследует вас. Для меня это было очень странно — любить своего врага. Потому что в исламе ты должен убивать своего врага и убивать всех, кто критикует ислам. Но с Иисусом Христом все сводилось к любви, миру, прощению и терпимости. И по какой-то причине мне это было нужно. Она пошла к пастору Фуаду Рашо, сирийскому иммигранту, который служит бывшим мусульманам в Швеции. Она начала верить и пришла ко мне с тех пор, как начала доверять Богу. Я была так счастлива. Я была преисполнена радости. Затем я приняла Иисуса Христа. Мона говорит, что Господь дал ей бремя за мусульман, которые до сих пор не знают правды об исламе. И она начала переписывать стихи из Корана и раздавать их мусульманкам на улице. Иногда они слушают, иногда очень расстраиваются. И я просто говорю им: знаете ли вы, что ваш муж имеет право вас побить, если вы не будете его слушаться? И они говорят, что нет, там так не говорится. Да, там так говорится. Хорошо. Итак, аят, о котором она здесь говорит, это аят из Корана, сура 4, 34. Я подумала, что если я расскажу им о Мухаммеде, о Коране и об этом исламском боге, который ненавидит, который убивает, который дискриминирует женщин, может быть, у них будет выбор, и они уйдут. Но в политкорректной Швеции Мона Уолтер подверглась нападкам за то, что просто рассказала мусульманам, что написано в Коране. И меня называли исламофобкой. Да, тебя купили, ты обманщица и все такое. Ужасные вещи. Ее также называли расисткой. Уолтер предупреждает, что исламский радикализм представляет серьезную угрозу для Швеции, и говорит, что шведское общество должно больше заботиться о женщинах, оказавшихся в плену ислама. Они думают: о, мы живем в Швеции, у нас свобода вероисповедания. Но у мусульманских женщин нет свободы вероисповедания. Они живут по законам Аллаха, а не по шведским законам. Они считают, что у всех есть свобода вероисповедания. Но у нас нет свободы вероисповедания. Это не для мусульманок, это для всех остальных. Она живет под угрозой смерти и иногда путешествует под охраной полиции.
Она хотела показать нам мусульманские районы вокруг Гутенберга, но сначала ей пришлось одеться как мусульманки. Она считает, что если бы она показала свое лицо, то подверглась бы нападению. Я никогда не бываю в таких местах, просто оставаясь собой, просто будучи из плоти и крови, как Мона. Я бы никогда не выбралась оттуда живой. Я имею в виду, мусульмане обычно хорошие люди, как и все остальные. Но когда они читают Коран, вот тогда они превращаются в машину для убийства. Это так называемый ИГИЛ, или Аш-Шабаб, или Боко Харам. Они не экстремисты, они не фанатики. Они просто хорошие мусульмане. Хорошие мусульмане, которые следуют учению ислама, пророка Мухаммеда. Он делал это. Они просто делают то, что делал он. Уолтер теперь использует видео и выступления, чтобы распространять свое послание. И она говорит, что не остановится, даже несмотря на то, что ее жизнь в опасности. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствии мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах возвышенный, большой. Обычный ответ на это заключается в том, что слово «побивать» на самом деле означает наносить легкие удары. И когда я был на Ближнем Востоке, у меня была возможность задать этот вопрос мусульманскому имаму. И он продемонстрировал, как он рекомендует мужчинам наказывать своих жен. Вот небольшой отрывок из этого разговора. Как я могу ее ударить? Он говорит, что нужно делать это вот этим. Знаешь, как это называется? Дай мне руку. Я ударю тебя этим. Больше не делай так. Хорошо? Таково учение пророка Мухаммеда. Теперь вы понимаете. Но я также наткнулся на стих в хадисе, Сахих аль-Бухари 58:25, где Аиша сообщает, цитирую: «Я не видела подобного тому, что претерпевают верующие женщины. Ее кожа зеленее, чем ее одежда». Итак, вот Аиша, которой, кстати, было 6 лет, когда Мухаммед женился на ней, и которой было 9 лет, когда он вступил с ней в половые отношения, о чем мы можем снять отдельное видео. Но вот Аиша признает, что мусульманские женщины позеленели от синяков. Все, что я хочу сказать, пожалуйста, изучите этот вопрос сами. Не верьте мне на слово. И это только верхушка айсберга. Несправедливость где бы то ни было — это угроза справедливости повсюду. И мы живем в поистине странное время, когда религиозный плюрализм — это видимость принятия и любви. Но эта видимость на самом деле заставляет людей подменять права личности и права женщин идеей религиозного плюрализма, что, на мой взгляд, является огромной проблемой. И последнее. Давайте взглянем на этот график, подготовленный организацией ООН «Женщины» из ЮНИСЕФ, показывающий, до какой степени жестокое обращение с женщинами принимается даже женщинами в мусульманских странах по всему миру. Итак, пока вы смотрите на этот график, позвольте мне еще раз сказать, что целью этого видео не является оскорбление, неуважение или пренебрежительное отношение к кому-либо из мусульман, к другим мусульманам. Это не нападение на людей. Более того, когда я сталкиваюсь с подобной информацией, я думаю, что мы несем ответственность за то, чтобы показать, что существуют очень серьезные проблемы с некоторыми идеологиями в исламе, что эти вещи оказывают реальное влияние на весь мир. Другими словами, поскольку мы призваны любить людей, мы должны разоблачать то, что противоречит правам человека и препятствует процветанию человечества.